Здравствуйте, это программа «Прямая связь» на ТНВ. Кто охотится за нашими персональными данными и в каких целях они могут быть использованы? Какую опасность несет обычное заполнение анкет в детском саду или магазине? И, наконец, существует ли возможность защитить себя и как это правильно сделать? Тема сегодня как никогда актуальна. Кто знает о нас все. Персональные данные вас и ваших детей под угрозой. Эксперт и гость нашего прямого эфира сегодня Михаил Солдатов, генеральный директор компании «Управление информационной безопасности». Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Светлана. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. Телефон 554-56-10, код Казани 843. Сегодня также мы поинтересуемся у наших зрителей о том, находятся ли их персональные данные под угрозой, и предлагаем 3 варианта ответа. Да, информация обо мне была передана посторонним лицам без моего ведома. Второй вариант – нет, распространение личных данных принесло мне выгоду, и вы можете поделиться этой историей с нами в прямом эфире. И третий вариант – я не думаю об этом. Как вы думаете, Михаил, какими будут результаты нашего опроса? Можете предположить? Ну да, я надеюсь, что все-таки результаты опроса будут положительными. Я считаю, что большинство людей все-таки аккуратны в предоставлении информации. И, соответственно, посмотрим на результат опроса. И по итогам программы уже будем делать выводы с нами. Через 26 минут узнаем. Да. Но вот в подтверждение ваших слов мы можем подвести итоги опроса интернет-аудитории телеканала. Мы спросили у интернет-аудитории ТНВ, как вы защищаете свои персональные данные, предложив 3 варианта ответа. А что такое персональные данные, почему я должен их защищать? Знаю свои законные права и предоставляю личные данные в строгом соответствии. И третий вариант ответа – никак и никому не интересен. Результаты нас удивили. Очень любопытно оказалась вторая цифра. Значит, как вы и сказали, 60% действительно знают свои законные права. Я не знаю, что это излишняя самоуверенность или как. Но вот интересная цифра, что 30% ответили, что они никому не интересны и никак не защищают свои личные права. И 11% вообще не знают, что такое персональные данные, почему их нужно защищать. Как вы считаете, интересная вообще эта цифра, и почему люди 30% считают, что никому не интересны? Ведь вопрос не о личной жизни, а о личных данных. Ну, конечно, на самом деле мнение довольно-таки ошибочное, я считаю, потому что мы много кому интересны. Есть множество злоумышленников, которые с удовольствием готовы наживиться с помощью какой-либо предоставленной нами информации. Поэтому я думаю, что все эти вопросы, которые мы сегодня в программе разберем, обговорим, по итогам, по результату, я думаю, им нужно будет еще раз пересмотреть. Смотрите, хорошо. Смотрите, мы начали программу так, в эфире «Прямая связь». Я забыла сказать, что я Светлана Спирина. Это считается персональными данными? Я уже что-то разгласила? Да, конечно. Вы уже начали разглашать информацию. Так, тогда давайте сначала разберемся вообще, что такое персональные данные, потому что расхождений в этом вопросе тоже очень много. Итак, предлагаю напомнить нашим телезрителям в том числе, что такое персональные данные. Это любая информация, сейчас мы увидим графику на экране, относящаяся к физическому лицу, то есть сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни человека, которые позволяют идентифицировать его как личность. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес проживания, семейное положение, социальное и имущественное положение, образование и профессия, данные о поведении пользователя на сайте, сведения о геопозиции и IP-адрес. Наверное, сейчас все телезрители могут оценить, как часто они делятся своими персональными данными, как с соседкой, так и на форумах в интернете, либо в различных ведомствах. Михаил, что вот в этом списке лишнее, на ваш взгляд, либо что-то нужно, наоборот, добавить и чего-то не хватает? Вы знаете, наиболее верным будет и добавить в этот список несколько позиций, и удалить из этого списка тоже пару позиций. Я бы начал с того, что отсюда я бы убрал последние 2 строчки. Это данные о поведении пользователя на сайте и сведения о геопозиции. Так как эта информация, она позволяет получить о пользователе сведения в случае, если мы уже имеем представление, кто находится перед нами по другую сторону экрана или монитора. Поэтому эти 2 позиции отсюда можно убрать. Но я бы сюда добавил очень важные позиции, такие как паспортные данные, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении, то есть те ключевые документы, которые сопровождают всю нашу жизнь практически и имеют очень важное значение. Хорошо, спасибо, Михаил. Но сейчас в подтверждение того, что люди мало что знают о своих персональных данных, предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который сняла наш корреспондент Алена Мартынец, и мы узнали о том, как щедро делятся казанцы своими персональными данными. Предлагаю посмотреть сюжет.
Вот, есть вот такая скидочная карта. Ну, личные данные человека, то есть, ну, конечно, не банковские пароли, там, не какие-то там, просто где проживает человек, возможно, где работал, возможно, где учился, какие-то такие уже основные персональные данные. Ну, что они мне могут взять? Расположение там, где я прописан, где я работаю, какой у меня номер телефона, возможно, там, да, какая-то социальная сеть, мне не страшно отдать свои персональные данные. Телефон, естественно, ну, контакты свои, какие-то паспортные данные. Ну, если это проверенный магазин, то, наверное, да. Две карточки есть у меня. А когда вы их себе брали, какие персональные данные представляли? Какие? Телефон и все. Телефон и все. Никаких паспортных данных. По телефону сделала и все. Все дела. Я почти всегда не пишу телефон, чтобы смс не приходили. Во-первых, никуда не выкладывать документы, а во-вторых, если есть возможность не давать номер или почту в оформлении тех же самых карточек, то пользоваться этой возможностью и сохранить свой номер в тайне. Сознаю, что передаю свои персональные данные, плохо отношусь к этому. Я вообще отказываюсь от карт, потому что неэффективные. Вообще риск есть, конечно. Ну, там никаких особо персональных данных нет, только номер телефона и дата рождения, все, и фамилия, инициалы. Наверное, просто внимательнее смотреть, кому ты передаешь эти персональные данные, никому попало, и не какой-нибудь фирме однодневки. Ну, какой-то все равно, наверное, есть вывеска или аншлаг, или что-то такое, что это за фирма, и вообще сколько она на рынке. Ну, наверное, больше с банками иметь дело, потому что все-таки банк – это более надежная инфраструктура, нежели какие-то магазины. Ну, вот такой блиц-опрос. Мы видим, что мало кто знает, на самом деле, что такое персональные данные. Для кого-то это фамилия, для кого-то телефон, для кого-то, если паспорт никому не показал, значит, ничего подобного, не разгласил, не огласил. И все-таки, Михаил, хотелось бы уточнить. Вот все эти карточки, скидочные карты магазинов белья, химчисток, автозаправочных станций, транспортных компаний. Для чего им наши фамилия, имена, отчество, адрес, дата рождения, телефоны, где хранится эта информация и как ее используют, там чего-то стоит нам опасаться? Да, конечно, к этому вопросу нужно подходить очень осторожно, но в первую очередь нужно понимать, что в данном случае все эти организации, компании, они используют коммерческий интерес. То есть они используют ваши данные для каких-либо маркетинговых целей, для предложения вам каких-то специальных скидок, там, дисконтных предложений, для проведения специальных акций. Допустим, многие организации просят указать дату рождения. С днем рождения поздравить. Да, поздравить с днем рождения, накидать вам с утра там 10 смс-ок, у нас скидка 30%, у нас скидка 40%, и в этом нет ничего такого. Но здесь это самое наименьшее из того, как они наши данные могут использовать. Поэтому здесь важно понимать, как они хранятся, то есть, да, как вы сказали правильно. Но здесь, опять-таки, физически мы не можем за всех ручаться, да, что все организации обрабатывают наши данные в соответствии с законом, так как должны. Конечно, они должны об этом заботиться. То есть, соответственно, они должны использовать специальные средства защиты информации, если мы говорим об электронных каких-то базах. И здесь остается только надеяться на благонадежность тех организаций, которым мы эту информацию доверяем. Поэтому, как правильно сказала в видеосюжете, люди сказали, что, конечно, нужно избирательно относиться к тому, кому мы информацию предоставляем в принципе. У вас есть скидочные карты? Конечно, конечно, есть. Так же, как и у всех остальных людей. Но я очень аккуратно отношусь к этому вопросу. То есть их не так много? Нет, их не так много, Но конечно. злоумышленники злоумышленно могут все-таки воспользоваться этой информацией? Какое зло нас может ждать? Конечно, есть очень много злоумышленников, которые так и ждут, чтобы мы предоставили им лакомый кусочек наших персональных данных, с которыми они могут совершить абсолютно разные вещи. Поэтому нужно быть очень осторожным. Могут куда-то просто произойти утечка информации, то есть база может пропасть, кто-то может завладеть там, паспортными данными вашими, то есть, как правило, вы же указываете там фамилию, имя, отчество, там, дату рождения и так далее. С помощью этих данных можно совершить различные противоправные действия. Хорошо, спасибо, Михаил. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Можете задавать свои вопросы гостю нашей программы. Итак, персональные данные – это ведь не только скидочные карты, да, это и сведения о здоровье, это врачебная тайна, которая, казалось бы, должна храниться очень строго. На этой неделе мы побывали в одной из клиник города Казани, и оттуда
вот честно, по признанию наших корреспондентов, мы могли внести тома медицинских карт. Я просто предлагаю посмотреть на все это, а потом подумать, к чему это могло привести. Ну что, Михаил, один вопрос. Есть комментарии вот по тому, что мы увидели, и как это должно быть на самом деле? Ну, я думаю, вполне очевидно, конечно, что комментарий в этом случае будет такой, что это просто ужасно. Мы наблюдаем грубейшее нарушение законодательства, в том числе в сфере защиты персональных данных, потому что элементарные меры защиты даже здесь не приняты. То есть хотя бы минимально необходимо было поставить замки на эти шкафы, для того, чтобы любой желающий не мог пройти и взять с собой, как вы сказали, тома медицинских карт, потому что на видео понятно, что спокойно это можно сделать вообще без каких-либо проблем. А если представить, что я, допустим, представитель какой-то медицинской компании, которая реализует препараты, мне интересно, какими заболеваниями какие-то пациенты болеют, это прям вообще карт-бланш, да. Поэтому здесь грубейшее нарушение в том, что необходимо осуществить защиту. То есть нужно поставить замок, да, то есть хотя бы элементарно закрыть доступ. А вообще в идеале, конечно, все данные должны храниться в регистратуре, и, соответственно, уже представитель регистратуры вместе с пациентом идет и вручает ему эту карту, да, то есть сопровождает его до кабинета, либо каким-то аналогичным образом, но ни в коем случае так делать, конечно же, нельзя. Но я буду права, если скажу, что в целом вот такая система в медицинских учреждениях во многих, и это не единственная клиника. Далеко не единственная, да, то есть я сам сколько раз сталкивался с аналогичными ситуациями. Вот. Как правило, тебе говорят, иди возьми карточку, там сходи в тот-то кабинет и так далее. То есть можно взять с собой там карт 10, сложить в пакет, унести, и вообще ничего тебе за это не будет. Хорошо, тема вызвала интерес. У нас есть вопрос от телезрителя, сообщает мне режиссер. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Я звоню из города Мамадыш. Вот недавно, в начале октября я оставил данные в магазине Эссен, чтобы получить карту. Вот до этого, у меня кредит нет. Да, где-то вот таких данных я оставлять не могла нигде. Просто думаю, что только на Эссен. Вот последние 2 недели одновременно мне звонят из Белгородской области, из Удмуртии, из Омской области, из Москвы. Вот именно из Удмуртии звонит мужчина таким приятным голосом, дикторским голосом, и звонит и спрашивает сразу: «Вы меня слышите?» А я так быстренько, да, вот так вот сказала, а потом он потом выключил телефон. Он начал перезванивать. Видимо, не получил настоящий ответ. И вот потом я поняла и все заблокировала эти номера. Я вот знаю, что именно в Эссене оставила. Я могу вот что-нибудь предъявлять, какие-то претензии магазину Эссен. Вот как мне защититься? Михаил, здесь, наверное, да, спасибо. Да, вопрос действительно хороший. Он касается, наверное, в любом случае взаимоотношений, да, потребителя и магазина. Нет, не только здесь, в этой сфере, в нашей сфере здесь тоже можно, да, кое-что рассказать. В первую очередь нужно посмотреть, вот
женщина сказала, что она подписывала документ, да, получала дисконтную карту, скорее всего, ей должны были предоставить согласие на обработку персональных данных. А вот здесь обязательно посмотреть, что в этом согласии было указано, потому что в согласии не должно быть указано распространение третьим лицам, да, вот, то есть то, кому мы даем согласие и на что мы даем согласие, конкретно должны быть прописаны действия и должны быть прописаны цели. То есть если передается информация каким-то третьим лицам, как в данном случае имеет место быть, как мы видим, то должны быть указаны для чего. То есть, а здесь получается, что произошла утечка информации. Это, конечно, нарушение, и нужно с этим разбираться. А куда идти наши телезрители? Идти в магазин, во-первых, в первую очередь идти в магазин и поднимать свое согласие на обработку персональных данных, посмотреть, что вообще подписал этот человек, на что он согласился. Потому что если в согласии на обработку написано, что просто для обработки не указаны цели, что с этими данными буду делать, то это нарушение, это согласие будет признано незаконным, и спокойно можно обратиться в суд. И я думаю, что будет положительное решение этого вопроса, потому что в этом случае регуляторы на нашей стороне находятся, на стороне обывателей. Хорошо. Еще есть такая интересная статистика. По данным МВД Татарстана, вот несмотря или благодаря своей продвинутости, республика оказалась в числе 4 регионов страны по количеству жертв дистанционного мошенничества. Впереди нас только Москва, Краснодар и Тюмень. Каждый день не менее 30 человек становятся жертвами аферистов, которых обманут при помощи социальных сетей. Жертвы... Интересно, да? Молодые люди от 25 до 40 лет по статистике. Некоторые из них сообщали номера своих банковских карт любому, кто продавал им товар по интернету. Еще один пример. Мошенник из Санкт-Петербурга, который продавал в социальных сетях волосы для наращивания, похитил деньги 18 жителей республики. Как вы думаете, вот в связи с цифровизацией, цифровыми технологиями, количество таких преступлений будет расти? Вы знаете, на самом деле здесь стоит сказать, что действительно наша республика находится в передовых регионах по информатизации и вообще по цифровизации экономической среды. Здесь нельзя не отметить как бы положительную динамику благодаря нашему правительству, которое идет вперед. Да, но на самом деле здесь получается, что в первую очередь, конечно, вопрос к людям самим. То есть у нас в нашем обществе, к сожалению, слабо развиты вопросы цифровой гигиены. Следует производить обучение как в школах, да, то есть начинать это еще нужно со школ, так как нет специальных предметов, так и, соответственно, в среде взрослых людей. Потому что, как мы с вами видим, так как вы сказали, что диапазон от 25 до 40, это только по данным МВД. На самом деле, я думаю, что статистика другая, то есть гораздо больше разбег возраста есть, то есть разные возрастные группы. Пока еще нет этой единой статистики. И вот вы сейчас сказали по поводу детей. Действительно, существует ли... Понятно, что нам необходимо заботиться об информационной безопасности детей. Кто это должен делать? Родители? В школах этого предмета нет. Где мне этому научиться? Ну, вообще, это нужно делать совместно. То есть это нужно совместно преподавателям и родителям выстроить для детей некую линию поведения, да, то есть выстроить для них систему безопасности, донести до них о том, что далеко не все сайты, далеко не все ресурсы в интернете им будут полезны, потому что очень много опасностей подстерегает детей именно в сети. Это нужно делать вместе, то есть нужен комплексный подход в этой ситуации. Сложно будет, с одной стороны, решить эту проблему. Ну, понятно, что это необходимо, да? Решение будет нужно. Еще такая интересная статистика. По данным Роскомнадзора, около 5 миллионов сайтов, оказывающих услуги по продаже товаров в нашей стране, очень настоятельно просят предоставить им личные данные. Еще более 1200 сайтов были уличены в активном распространении личных данных. Это номера паспортов, сведения об автомобилях, жилье. Правда ли, что информация сегодня о нас находится в сети, ее легко достать, ее легко купить? Мы вообще... Давайте вот, мы можем ее купить? И что мы можем купить? Мы можем спокойно продемонстрировать пример, да, то есть мы можем спокойно купить паспорт, мы можем купить СНИЛС, мы можем купить водительское удостоверение, то есть без проблем эти документы есть в интернете, конечно. Сколько стоит паспорт? Ну вот, к примеру, на одном сайте мы можем купить скан и фото паспорта вместе с селфи за 70 рублей. Что я за 70 рублей, если я злоумышленник, смогу получить? То есть... Ну вот смотрите, если у вас есть, допустим, паспорт, у вас есть СНИЛС, да, то есть или у вас есть водительское удостоверение, 2 документа элементарно, можно подать онлайн-заявку в банк, да, то есть сейчас без проблем 800 тысяч кредит? Может, даже и 800, если повезет. То есть всего за 70 рублей? Да. Что делать, как там не оказаться, это не предоставлять персональные данные. Мы все правильно понимаем? Ну, на самом деле, таким образом паспорта и появляются в сети, потому что, к сожалению, очень многие из нас не задумываются о серьезности, то, что такие моменты действительно возможны. Потому что есть специально закрытый сегмент интернета, да, в который можно попасть. И вот там мы уже можем найти там, скан паспорта, скан каких-то других документов, базу судебных задолженностей, там, судебных приставов и так далее. Вообще без проблем. Поэтому нужно быть очень осторожными. То
То есть, если мы кому-то доверяем какие-то свои данные, нужно в первую очередь понимать, что если этот человек совершит ошибку, либо у этого человека возникнет какая-то утечка информации, это может обернуться очень серьезными последствиями для нас в первую очередь с вами. Вот в подтверждение буквально ваших слов еще один сюжет. Мы просто провели социальный эксперимент. Решили проверить, насколько люди щедро делятся действительно своими данными. Все это было сделано в конечном итоге в целях безопасности для них же самих. За 15 минут наши корреспонденты под видом туроператора, который разыгрывает туристическую путевку, получили персональные личные данные у 4 человек за 15 минут. Я предлагаю посмотреть сейчас этот небольшой видеоролик. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы уже знаете, где вы будете отдыхать на Новый год? Теперь осталось только фамилия, имя, отчество, телефон. Сафина Алина Айратовна. Какой зовут? Наргиза. Полностью фамилия, имя, отчество? Да. А Тажанова? Ему фамилия, имя, отчество. Все, что попросили, все дали. Я думаю, что вы не удивлены. Ничуть, если честно. Мы тоже не удивлены, увы, да, то есть это социальный эксперимент, который только так показал нам, что, в общем-то, мы правы, и тема программы как никогда актуальна. Вот чаще всего, кстати, мы персональные данные предоставляем еще в системе образования, да, при поступлении в детский сад, школу, в больницах тех же самых, это как система здравоохранения. Сейчас я предлагаю, вот у вас на столе я подготовила, посмотреть на стандартную анкету ребенка, поступающего либо в детский сад, либо в школу, да, когда эту анкету заполняют родители. Вот сейчас прошу вас прокомментировать, и вот красной марки рядом, посмотрите, пожалуйста, да? Зачеркните то, что лишнее от нас требует, и какие персональные данные мы имеем право не указывать в этой анкете, что требует от нас заведующая детским садом или школой. Ну вот смотрите, давайте даже вот прокомментируем, да, эти моменты. Соответственно, фамилия, имя, отчество, конечно, это нужно, дата рождения. Дальше идем домашний адрес прописки ребенка, где воспитывался до школы, информация не обязательная, я ее вычеркиваю. Далее у нас идет фамилия, имя, отчество мамы, фамилия, отчество папы. Соответственно, по закону достаточно информации об одном из родителей. Поэтому, соответственно, мы можем оставить фамилию, имя, отчество мамы, папу можем полностью эту группу вычеркнуть. Также, соответственно, образование родителей и место работы не являются обязательными данными, то есть мы их также вычеркиваем. Соответственно, идем дальше. Рабочий телефон, конечно же, тоже. Домашний телефон. Вот сотовый телефон мамы и папы тоже, в принципе, не является обязательным, но я бы оставил чисто исходя из соображений безопасности для ребенка. Далее, статус семьи малообеспеченный, многодетный мы вычеркиваем. Национальность тоже не является обязательным. И дальше очень классный вопрос идет, чем вы можете помочь школе материально и организационно. Здесь я бы его вычеркнул вот так вот даже 3 раза. Жилищные условия и состав семьи тоже не являются обязательными данными. Я могу сказать так, что если мы хотим получить от родителей расширенную информацию, то есть какие-то те данные, которые не являются обязательными, нам нужно дать им дополнительное согласие на обработку персональных данных, в котором непосредственно прописать цель, то, что мы хотим собрать с них эти сведения для поступления их ребенка. В таком случае мы можем собирать любую информацию из той, которая здесь предоставлена. Вообще по закону есть необходимый минимум. Какой? Соответственно, это получается, естественно, там фамилия, имя, отчество, это медицинская карта, это СНИЛС и, соответственно, в данном случае адрес прописки, то есть там, где прописан ребенок. Вот эти 4 данные, 4 параметра обязательны. То те, которые необходимы нам по закону для обработки. Все остальные мы можем, конечно же, с них собирать, но при этом обязательно нужно уведомить людей об этом, то есть дать им согласие на обработку. Ничего страшного в этом нет, потому что это всего лишь как бы документ, но этот документ, он подтверждает то, что человек осознанно дает вам эту информацию, и дальше проблем с законом не будет ни с одной, ни с другой стороны. Я думаю, ответ был очень полезен для многих родителей, которые заполняют эти анкеты. Сейчас все-таки предлагаю немножко посмотреть еще один материал. Бывают ситуации, когда невозможно иногда отказаться от
передачи своих персональных данных. То есть вот вымышленная сцена, но о многом говорит. Нужно точно указать в сочинении, куда вы едете, ваш точный домашний адрес. Собака. Да, дети, обязательно указать об этом в вашем сочинении. Все запомнили? Открываем тетрадки. Вот такие ситуации тоже у нас бывают. И мы уже подходим к концу программы. У нас уже есть результаты нашего телевизионного опроса. Прежде чем мы проговорим с вами остальное. Итак, лидирует, да, значит, информация была передана посторонним людям. Почти 50% подтверждают, да. Значит, 37% не думают об этом вообще. И 12% распространение не приносит вреда, да, так называемого. Вот что вы можете сказать в ответ на этот социальный опрос? Вы знаете, действительно, наверное, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, то что после того, как они обращались в какую-то организацию, к ним начинали поступать нежелательные звонки, вот как сегодня телезритель говорил, очень много таких ситуаций. Поэтому я считаю, что каждому следует в любом случае задумываться перед тем, когда мы доверяем какие-то свои сведения, персональные данные, какую-то информацию о себе, где-то оставляем, всегда нужно думать о том, к чему это в дальнейшем может привести. Есть в завершении программы, пропишем алгоритм, как правильно отказаться от передачи своих персональных данных, как это правильно сделать, и можно ли обучиться в сфере грамотности вот, в информационной безопасности? Да, конечно. Когда мы проводим обучение по персональным данным среди там, ответственных лиц, мы всегда им говорим о том, что в первую очередь всегда человек самостоятельно несет ответственность, да, за предоставление информации. Давайте поделим на две группы. То есть мы можем предоставлять персональные данные как в онлайне, то есть в интернете, так и в реальной жизни. Если мы это говорим о сети интернет, то, соответственно, конечно, первый универсальный совет — стараться не предоставлять лишнюю, ненужную информацию на всяких сайтах. Чем больше информации вы оставляете в интернете, во всяких интернет-магазинах, сайтах там, и так далее, тем больше вероятность того, что может получиться вот такой негативный как раз-таки эффект, что информация попадет в нежелательные руки. Если же нам приходится оставлять информацию, то есть нам обязательно нужно указать реальные, допустим, имя и фамилию, соответственно, нужно обратить внимание, на сайте обязательно должно присутствовать соглашение об обработке персональных данных, должна присутствовать политика обработки персональных данных и соглашение о конфиденциальности. То есть если есть эти документы, то, соответственно, можно доверять информацию. Если мы говорим о реальной жизни... Да, Михаил, время все-таки подошло к концу. Нам важно сейчас все вместе поменять пароли на всех своих приложениях, устройствах и так далее, и так далее. Это главное средство защиты. Михаил, с вами было полезно и интересно. Большое спасибо, что пришли. Это была прямая связь на ТНВ. Я Светлана Спирина. Всего доброго. До встречи на ТНВ.